Израильские власти, как и в прошлом году, в священный месяц Рамадан, подвергают убийствам и насилию мирных палестинцев. Напряженность на палестинских территориях усилилась после того, как в пятницу израильские силы ворвались во двор мечети Аль-Акса на фоне столкновений с верующими. 152 палестинца были ранены. Через несколько дней более 700 израильских поселенцев снова ворвались в комплекс мечети Аль-Акса под усиленной охраной полиции, чтобы отпраздновать недельный еврейский праздник Песах. Это может привести к разрастанию конфликта. Ряд мусульманских стран осудили бесчинство израильского правительства в отношении единоверцев. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Ирак и Ливия выступили с заявлениями, осуждающими нападение израильских сил на мечеть Аль-Акса. Израиль нагнетает напряжение, не уважает международное право, за что несет ответственность перед мировой общественностью. В правительстве Йемена подчеркнули, что Израиль играет в опасную игру с чувствами мусульман мира. МИД Объединенных Арабских Эмиратов выступил с аналогичным заявлением, в котором призывал к немедленному прекращению насилия в мусульманской святыне. Ирак также предостерег правительство Израиля, отметив, что подобные действия могут привести к необратимым последствиям. Жестокие нападения на мирных мусульман осудил и турецкий лидер Реджеп Таyyip Эрдоган. В телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом Эрдоган заявил, что решительно осуждает вмешательство Израиля в дела мусульман в мечети Аль-Акса. Во время нашей беседы я сказал господину Махмуду Аббасу, что решительно осуждаю вмешательство Израиля в дела верующих в мечети Аль-Акса, и что мы будем противостоять провокациям и угрозам статусу и духовности мечети Аль-Акса. В МИД Турции выразили соболезнования родным и близким убитых мирных жителей Палестины. Выразили надежду на выздоровление пострадавших. В прошлом году Турция выступала с различными инициативами в рамках Организации Объединенных Наций и Организации Исламского сотрудничества против действий Израиля в отношении палестинцев и его политики в отношении Иерусалима или его статуса.